Здравствуй, уважаемый зритель! Вы на канале Таро Кошкин дом. Для личных консультаций все контакты под видео или в шапке канала в строке о канале. Консультации на любую сферу жизни, а также диагностика магического воздействия. Ну а теперь прогноз. Напоминаю, данное видео – это общий прогноз. Для кого-то он проиграется, кому-то не откликнется вовсе. Итак, смотрим события для знака Близнеца на период с 1 по 10 мая. У нас в работе будет 3 колоды. На первой мы посмотрим главное событие этого периода, на второй – личная жизнь и третье – работы и финансы. Итак, приступаем. Главное событие этого периода. Личная жизнь. Личная жизнь у нас будет 3 позиции. Для тех, кто сейчас одинок, для тех, кто находится в браке, и для людей, которые в паре, но не в официальном браке. Третья позиция – работа. Также будет 3 позиции. Для тех, кто не работает, но ищет работу. Для тех, кто работает, какова там обстановка. Третье для тех, у кого свой бизнес. Ну и последняя позиция – финансы. Итак, открываем. Главное событие этого периода. Ну, карты говорят, что в этот период вы получите какую-то помощь, поддержку. Возможно, на работе кто-то вас прикроет, чтобы вы нагонять начальство не получили. Может быть, кто-то будет продвигать по службе вас, рекомендовать будет. Ну, возможно, кто-то даст хорошую характеристику на новую работу. Ну, на бытовом уровне банально может проиграться, что где-то в разговоре о вас будут высказываться нелицеприятно, и кто-то заступится и скажет: нет, она не такая, она хорошая. Возможно, кто-то ставит за вас доброе слово. В общем, будет такая поддержка. Может быть, вы кого-то поддержите, поможете какому-то человеку. Но вся суть сводится к тому, что эта поддержка, эта помощь будет принята человеком, знаете, так тщеславно. Я вот такой хороший, такой достойный, в любом случае я вот достоин такого. Может быть, я и без вас бы справился. Знаете, примет это как должное. Тот, кто проявил такую вот заботу, помощь о вас, ждет какие-то слова благодарности. А здесь вот как бы ваше тщеславие все перечеркивает. Ну, скажем так, осадочек остался. Или вы будете ждать от того, кому вы помогли, какие-то слова благодарности. И он это воспримет как должное. Соответственно, и вы не получите добрых слов. Как-то так. Дальше смотрим личная жизнь. Но для тех, кто сейчас находится один. Ну, вы такой человек волевой, жесткий, принципиальный. Всегда хотите, чтобы все делали так, как вы говорите, как вы считаете это правильно. Подчинялись во всем вам. Ну вот вам приходится сидеть сейчас в одиночестве и ждать, когда появится такой человек, который будет с вами счастлив и с которым вы будете счастлив. Вот на ваших условиях.
А кто-то, возможно, недавно вышел из таких отношений и сидит и наслаждается. Боже, какое это счастье быть никому не обязанным, не подчиненным. Хочу, иду с подружками в ресторан, хочу в клуб хоть на всю ночь. Прям наслаждается этим счастьем. Быть свободным, независимым. Так, идем дальше. Для людей, находящихся в браке. Но здесь карты показывают, что ваш партнер довольно такой, знаете, склочный. Человек, который всегда хочет отстоять свою точку зрения, свою правоту. Настаивает, чтобы всегда поступали так, как он считает это правильным. Ну вот и вам здесь так тяжело. Прям такая депрессия, отчаяние. Нужно как-то решать это, да. Ну, у кого-то проиграется, как интрижка где-то на стороне. Если не у вас, присмотритесь к партнеру. Возможно, он там что-то замутил. У кого-то в семейной жизни отношения затянулись рутиной, бытовухой. Вам вот не хватает прежних чувств, прежней искорки в отношениях. Возможно, нужно будет или самой сделать шаг, или подтолкнуть к этому партнера, чтобы у вас, знаете, опять что-то так вспыхнуло между вами. Ну, следующая позиция для людей, которые находятся в паре, но не в браке. Ну что ж, девушка тут довольно счастлива, все ее устраивает замечательно. Она в розовых очках и не замечает того, что партнер где-то в чем-то ее обманывает, возможно, что-то не договаривает, скрывает. Возможно, вам нужно будет с партнером о чем-то поговорить, какие-то сплетни, какие-то недомолвки вокруг вас. Вот вам нужно сесть, это все обсудить, поставить все точки над «и», чтобы не было никаких недосказанностей. Знаете, я еще одну карту хочу вытянуть для вас. Что тут может быть еще? Мгм. Возможно, вот в этих отношениях вы ожидали от партнера большего, чем он готов вам дать. Но здесь уже дело в вас, ваши надежды, чаяния, но он к этому был не готов. Здесь уже вам придется разобраться со своими чувствами и определиться, как следовать дальше. Итак, следующая позиция – работа. Смотрим для тех, кто в данный момент не работает. Знаете, такое впечатление, что вы в недавнем прошлом потеряли работу. То ли это было увольнение, то ли сокращение. Ну, знаете, такой приятный момент, что вам сообщат, что какие-то выплаты, доплаты вы получите. Это, конечно, небольшие деньги, но какая-то помощь оттуда придет. Возможно, отдадут какую-то задолженность, может быть, компенсацию какую-то. Ну, в общем, будет приятный момент в этом. Для тех, кто ищет работу в данный момент, ну что вы там, рассылайте резюме, ищите каких-то знакомых, кто вам поможет в этом. Стучитесь в закрытые двери, скажем так. А здесь пока тишина, пока никакого сдвига. Но это мы смотрим на заданный период. Не так все и плохо. Так, следующая позиция для тех, кто находится на работе, кто имеет работу. Ну, здесь, знаете, такой вот хороший посыл от карт вижу. У вас поступит вам какое-то предложение, возможно, продвижение по службе, возможно, кто-то вас захочет к себе нанять на другую работу. У вас будет несколько предложений, и вы будете выбирать. Здесь может быть и повышение по службе вам предложат, более статусное и высокооплачиваемое. Ну, в общем, в любом случае у вас есть выбор. Вы можете сидеть и думать, хочу, возьму эту работу, хочу, перейду. Там буду работать. В любом случае будете в выигрыше. А возможно, вы будете кого-то выбирать на должность, рекомендовать, выбирать между какими-то сотрудниками, кого именно.
предложить на эту должность, выступать как протеже, продвигать кого-то. И такая ситуация может быть. Дальше смотрим для людей, у которых свой бизнес. Ну, в бизнесе довольно все остро. Кому-то сейчас приходится сидеть и ждать. Сидите, ждете каких-то перемен, каких-то решений, что что-то где-то там решится, а я вот сижу, подожду. А Кого-то закрыли какие-то проверяющие, может, полиция. Закрыли, не дают работать. И вам приходится решать это в порядке таких вот с какими-то правовыми структурами. Может быть, налоговая, может быть, полиция. А кто-то, знаете, сидит и думает, так, вот то, что мы раньше делали, но теперь в данной ситуации не актуально. Нужно предпринимать что-то новое, учиться работать по-новому. И будем находить, и будем решать, и делать. Вот, знаете, такая позиция, пожалуй, самая верная. Далее, смотрим финансы. Финансы. Ну, сидеть, накручивать себя, что я что-то сделал не так, не успел, не получилось, это не актуально. Знаете, нужно собирать какую-то информацию, встречаться с какими-то людьми, брать всю свою энергию в руки, в кулак, все свои мобилизовать способности и начинать действовать. Знаете, вот тут в прямом смысле показывает, что, возможно, придется пробивать какие-то новые дороги. Карты показывают, что вам придется собирать какую-то информацию, может быть, в каких-то средствах массовой информации, у каких-то знакомых, что-то где-то вы услышите, узнаете, и вам придется действовать, собрав всю свою энергию, всю свою сообразительность, изобретательность и начинать действовать, работать, чтобы у вас эти финансы появились. Сидя на одном месте, ничего не делая, не решите проблем. Здесь, ну вот карты показывают, призывают вас к активности. Но карты показывают, что вам придется действовать жестко, настойчиво, мобилизовав все свои навыки, всю свою энергию. Возможно, что-то начинать заново, продвигаться, делать. И тогда только вы сможете получить какие-то деньги, какие-то финансы. Ну вот таким был расклад для близнецов. Пишите свои комментарии, свои советы, отзывы. Я буду рада их прочесть. До новых встреч!